Давай, давай. Звон dedin, звон dedin. Полный звон dedin. Звон dedin. Давай. Звон ded. Ver, baş kaldırın ver. Звон ded. Давай, test kesin, test. Test kesin. Давай. Bir şey. Давай, звон ded, командирге, звон ded, Tacikistan командирге. Bir şey, onu. Bir şey. Bir şey bak komandire ne oldu? Bir şey, ben bir şey ne? Давай, звон ded командирге. Hey, yönetici görevimiz az, yönetici görevimiz hey. Şaşmaydır az yönetici görevimiz. Давай. Hani pasportunu sıra verdin. Test komandir çağırın. Bazar yönetin kaza. Bazar Звон ded. Давай. Bazar yönetin kaza. Tez yönetsin, tez. Aralaşma. Aralaşma. Hey. Aralaşma. Hadi. Давай, жүгір тез. Aralaşma. Tart avtomatını. Давай, tart. Жүгір тез. Bas bir yaka. Давай. Tart. Давай. Tart. Давай, заряжать etken. Sen начальника. Давай, начальника sen. Çal. Давай, tez kesin. At, mana. Lishni tek koy, olsun. Давай. Sen начальника. Haydi kendine tane. Biz ne? Давай, tez kesin. Yok, kelip pasport сұрап, неме қылып отпай? Здесь Кыргызстан. Какой паспорт? Вот так закрыто, знаешь? Школы закрыт. Ты где стоишь? Ты свою линию знаешь? Давай, tezle yönetsin soldat. Давай, kesin. Tez kelip kessin. Конфликт между жителями села Аксай Баткенского района и села Мехнат-Абад Республики Таджикистан разгорелся накануне около 15:30 часов дня в местности Куджогар. Причиной стали строительные работы, которые ведутся на объездной дороге Аксай-Тамдык Баткенского района. Позже жители обоих приграничных сел перекрыли дорогу. Кыргызстанцы со стороны населенного пункта Аксай, таджикистанцы в районе населенного пункта Турткочо. Ситуация стала обостряться. В ход пошли камни. Люди с обеих сторон просто-напросто закидывали ими друг друга, технику, которая предназначалась для строительства дороги. Затем стали раздаваться звуки стрельбы. По информации Государственной пограничной службы нашей страны, в ходе инцидента граждане Таджикистана подожгли сарай жителя села Ортобоз Баткенского района. В свою очередь, погранслужба соседней страны на это заявление ответила, что и кыргызстанцы также устроили поджог склада и мельницы на участке Саманийон Джамаата Чоркух. К этому моменту в месте локализации конфликта близ населенного пункта Торткочо, по разным данным, собралось около 200 человек. Туда же для урегулирования инцидента прибыли пограничники обеих стран и представители администрации Баткенской области. Ситуацию удалось урегулировать, однако в результате стычки местных жителей приграничных сел пострадали несколько человек. Один кыргызстанец с огнестрельным ранением в области груди сегодня госпитализирован в больницу села Самаркандек. Накануне молодой человек был прооперирован. Однако его состояние медики оценивают как тяжелое. По данным таджикских СМИ, есть один погибший. По другой неофициальной информации с таджикистанской стороны жертвами конфликта стали двое. Күндүзү саат 3-4 чамасында болгондо
Пограничные обеих стран производили выстрелы в воздух. Это была необходимая мера. Предупредительные выстрелы, чтобы успокоить жителей. У нас пока нет информации, пули из чьего оружия ранили людей. В этом нужно разбираться. Сейчас делается все возможное для выяснения всех обстоятельств ситуации. Для того, чтобы уладить конфликт, на место происшествия уже сегодня утром в срочном порядке отправился вице-премьер-министр Джениш Разаков. Там же находится председатель погранслужбы Уларбек Шаршеев и несколько его заместителей. Разбираются с обстоятельствами приграничного конфликта и на уровне Министерств иностранных дел обеих стран. Накануне вечером глава внешнеполитического ведомства нашей страны Чингис Айдарбеков провел телефонные переговоры со своим коллегой Сираджиддином Мухридином. В стороне от наболевшего вопроса не остались и депутаты. В экстренном порядке и за закрытыми дверями парламентарии сегодня приступили к вопросу необходимости демаркации и делимитации границ. Однако вопрос приграничного контроля, по словам народоизбранника ИСО Муркулова, должен обсуждаться очень тщательно и без спешки. Нам конфликт не нужен. Вот этот вопрос надо нейтрализовать. Ситуация как бы стабильная, но напряженная. Вопрос требует решения. Кроме мирных переговоров, других путей решения нет и не должно быть. Нужно, во-первых, нам, нашим ответственным государственным руководителям на должном уровне выполнять свои работы, создавать инфраструктуры, создавать условия, чтобы наши граждане не нуждались в элементарных вещах. То есть это доступ к социальным условиям. Если мы вовремя не начнем принимать меры, то обстановка может ухудшиться. Она и без того сложная. Нужно как-то выходить из ситуации. Мне звонило много избирателей, обращались. Завтра утром я выезжаю туда, чтобы встретиться с населением, узнать, что там на самом деле, в чем они нуждаются, чем мы можем им помочь. Я даже предложил депутатам создать группу, которая отправится на место конфликта. Людям нужно создавать условия. Несмотря на то, что ситуацию в приграничье удалось стабилизировать, правоохранители нашей страны продолжают собирать дополнительную информацию о причинах конфликта. По словам замминистра внутренних дел Курсана Асанова, на сегодняшний день возбуждено одно уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». Такие инциденты только решаются путем переговора. Но на данный момент, тем более, было использовано огнестрельное оружие. Там действительно один наш гражданин сейчас находится в больнице. У него ранение грудной клетки в данное время, да. И по этому факту, по другим фактам возбуждено уголовное дело на сегодня всего 7 материалов. Если еще в первой половине дня речь шла о том, что ситуация нормализовалась и конфликт улажен, то ближе к вечеру обстановка накалилась вновь. Днем для встречи с правоохранителями и местными жителями в село Аксай прибыл вице-премьер-министр Джениш Разаков. Во время его общения с местными жителями в очередной раз раздался выстрел. Сообщается, что с таджикской стороны. В результате был ранен кыргызстанский милиционер. Его госпитализировали. Обеспечивавший общественную безопасность на границе между селами Аксай и Ворух, сотрудник милиции был ранен в правую ногу. В тяжелом состоянии он доставлен в Баткенскую областную больницу. Ему оказана медицинская помощь. Выстрел был произведен со стороны таджикистанских силовых структур. В это же время состоялись телефонные переговоры президента Сооронбая Джейнбекова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской границе и отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС. салому алейкум бачаҳо, ина мошин омадагия иншоалло ина ба рӯзои наздик сафар мекунем. Мошин ина омад пеши склада, ина пеши склада, ина худо хоста бошад, ина номерош ина тоҷикия, ина номеро тоҷикӣ, ина Краснодар, ина наздики склада, ина дом, ина бачаҳо насиб бошад документомро кинем, ина мошин тайёрай, бо ягон бор дошта бошед дайро мекунем иншоалло. Ҳамиҷа дем биё адаш кинен, ҳамин ҳуҷҷатомро гирем бибурем.